Главные события уходящего понедельника, 25 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Пункты временного размещения развернули в Алданском районе. Из-за угрозы паводка на реке Алдан ожидается подъем воды выше опасных отметок. Оперативность тушения природных пожаров в Якутии достигла 94%. За сутки специалисты обнаружили еще 5 новых очагов. Операции, меняющие жизнь. Хирурги из Якутска совместно с местными врачами восстановили зрение десяткам пациентов в Нижнегорском районе. Новые полосы, обновленное покрытие и современная инфраструктура. В столице республики продолжается ремонт улицы 50 лет Советской армии. Мир акварели легкий, прозрачный и наполненный эмоциями. В Якутске открылась выставка «Акварельные сны». Превышение опасных отметок уровня воды на реке Алдан с подтоплением пониженных участков населенных пунктов Томот и Чагда прогнозируют в Алданском районе. По данным гидрометеорологической службы, в ближайшие сутки у Томота уровень воды в реке может подняться до 820-840 сантиметров. Это на 20 сантиметров выше опасных отметок. У поселка Чагда до 1650-1750 сантиметров. При отметке начала затопления в 1550 сантиметров. Жители предупреждены, развернуты пункты временного размещения. Улица Сухой Ключ, дорога затоплена, там дальше находятся дома, один двухэтажный дом, бараки. Всего в общей сложности там проживает 7 семей, 14 человек, детей нету. Ну, сейчас мы видим, что вода остановилась, и по сводке, опять же, населенные пункты выше, там уже начался спад воды. На сегодняшний день, на сегодняшний момент у нас организован пункт временного размещения для людей с питанием, с медикаментами, с водой. Так, и готова техника для восстановления подтопленных участков размытых дорог. За минувшие сутки с помощью авиационного и космического наблюдения обнаружено 2 лесных и 3 ландшафтных пожара. Всего же на территории республики зафиксировано 6 действующих точек на территории Верхневилюйского, Среднеколымского, Тампонского и Эвена-Бытантайского районов. За минувшие же выходные было обнаружено и ликвидировано 7 пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона было потушено около 80 природных очагов на общей площади более 1500 гектаров. Оперативность тушения 94%. На тушение лесных пожаров задействовано 285 человек и 9 единиц техники. Сегодня на патрулирование в соответствии с классами природной пожароопасности задействовано 7 воздушных судов на патрулирование и 1 вертолет Ми-8 на тушении. Отмечаю, что на территории Татинского района введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Режим ЧС введен по критериям задействования более 50% лесопожарных формирований на территории лесничества. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху последовательно укрепляются и наполняются практическим содержанием. Существенную роль в этом процессе играет межрегиональное сотрудничество, выступающее драйвером устойчивого экономического роста и расширения деловых связей. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на 6-м китайско-российском форуме по межрегиональному сотрудничеству, пишет агентство Синьхуа. Форум, состоявшийся в воскресенье в Харбине, является важным сопутствующим мероприятием в рамках 10-го китайско-российского экспо. Представители различных регионов Китая и России обсудили на нем совместное использование новых возможностей для развития и создания нового будущего межрегионального сотрудничества между двумя странами. Между тем, глава Якутии, секретарь регионального отделения «Единой России» Айсен Николаев возглавил делегацию республики на окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат», который проходит в эти дни во Владивостоке. Повестка форума связана с будущим Дальнего Востока. Отдельное внимание при этом уделяют развитию Арктики и перспективам северных территорий. В 2021 году «Единая Россия» приняла народную программу. Сегодня ее результаты заметны по всей Якутии. Так, благодаря поддержке президента страны Владимира Путина, вниманию правительства России, совместной работе партии, правительства республики и жителей реализуются важные проекты. Это, например, строительство соцобъектов, развитие инфраструктуры, повышение доступности медицины и образования, поддержка семей, молодежи, старшего поколения и участников СВО, отметил глава Якутии. Социальная газификация, я считаю, это один из, наверное, наиболее
ярких примеров реализации народной программы партии «Единая Россия». 5-й год уже пошел ее реализации, и Республика Саха-Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке, одно из ведущих в Российской Федерации в области социальной газификации. У нас на сегодняшний день порядка 11 тысяч домов уже получили газ. Более того, хочу сказать, что с каждым годом газифицируемых домов не становится меньше. Люди с удовольствием строятся, понимая, что их дома будут обеспечены голубым топливом. К другим темам, за один день больничного в этом году можно получить до 6,8 тысяч рублей при наличии максимального дохода и стажа работы. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда России. По его данным, 6,8 тысяч рублей – это предельный размер выплаты по больничному в этом году. Это на целых 20% выше уровня прошлого года, когда лимит составлял 5673 рубля. Рост связан с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов работодателями в соцфонд. В ведомстве подчеркнули, итоговый размер пособия по-прежнему определяется официальной зарплатой сотрудника и его трудовым стажем. В Нерюнгринском районе мобильные офтальмологи подарили зрение 95 пациентам. Хирурги из Якутска совместно с местными врачами прооперировали людей с катарактой и диабетом. Как отмечают врачи, поток отказников, вынужденных искать лечение за пределами региона, сократился, а пациенты благодарят специалистов за возможность увидеть мир ярче. Попасть на операцию по ОМС просто. Достаточно направления от врача Центральной районной больницы. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Между тем, врачи-сурдологи из Якутска ведут прием в Ленске. Работать врачи будут 3 дня. Смотреть запланировано 200 ленчан. Подробности у Светланы Балеевой. Сегодня первый день приема. В коридоре выстроилась приличная очередь, так как подобных специалистов в Ленске нет. В плане у сурдологов осмотреть до обеда 25 пациентов и после столько же. В течение года подбирали пациентов, проводили осмотр по разговорной речи, шепотной речи, проводили предварительно аудиометрию и подбирали пациентов. В общем, 150 пациентов. Приехали к нам сурдологи на 3 дня, будут смотреть по 50 человек на 3 дня. Среди пациентов в основном пожилые люди со снижением слуха, с тяжелой его потерей. Также те, кого должны представить на медико-социальную экспертную комиссию, и те, кому необходимо заключение для дальнейшего оформления инвалидности. Больше 20 пациентов больше всего обращаются с диагнозом сенсоневральная тугоухость, хронические отиты. Мы больше диагностикой занимаемся, то есть диагностируем слух, какая степень, какая форма тугоухости и дальнейшее лечение и реабилитация слуха. Сначала мы смотрим, то есть пациентов принимаем и направляем на диагностику. Диагностика у нас это тональная пороговая аудиометрия, атоакустическая эмиссия и тимпанометрия с рефлексометрией. Врач работает совместно со специалистом по функциональной диагностике. Она привезла с собой специальный аппарат аудиометр, с помощью которого можно точно измерить остроту слуха. Нарушение слуха, насколько снижается слух по децибелам. У каждого пациента есть снижение слуха. По возрасту в основном. Нажимает кнопку, когда слышит звук, например. И давление сам проверяет. Попасть на прием могли только те пациенты, что были записаны заранее местным лором. Татьяна Забелина наблюдалась от отоларинголога, благодаря чему прошла обследование одной из первых. Врачи очень внимательные, вежливые. У меня даже как-то поднялось настроение, что мои проблемы будут решены. Спасибо нашему доктору, потому что она позвонила мне лично и сказала, что приезжают врачи, назначили время, и вот я сегодня здесь. Народу было много, но, в общем-то, оперативно. Я думала, придется даже подольше задержаться, но вот нормально. Аудиометрию прошли и попали на прием. Да. Все полностью. И вот у меня уже назначение. Все пациенты получили рекомендации. Некоторые были направлены в город Якутск для прохождения лечения и оперативного вмешательства. Большинству необходима реабилитация слуховыми аппаратами. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
В Якутии, как и во всем мире, фиксируется увеличение мужского фактора бесплодия. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Айталина Семенова. По ее словам, статистика связана с образом жизни пациентов. Гиподинамия, ожирение, развитие сахарного диабета и воспалительным процессом, перенесенные ранее. Для женщин бесплодие связано чаще всего с нарушением проходимости маточных труб. Эксперт отмечает, сегодня лечение в отделении проходит около 7 тысяч пациентов. Из них около 700 пар проходят процедуру ЭКО. С 2013 года эта программа вошла в перечень обязательного медицинского страхования. Между тем, в столице республики продолжается капитальный ремонт улицы 50 лет Советской армии. Реконструкция дорожного полотна началась еще в прошлом году. Согласно графику, объект планируется сдать в ноябре 27-го. По итогам работ одна из самых загруженных магистралей города сильно изменится. Как именно, знает моя коллега Марферина Алексеева. Дорога ярости. Именно так на протяжении многих лет местные водители называют дорогу по Бабушкина. Синоним «мем» вполне оправдан. Разбитое полотно, глубокие ямы и отсутствие соответствующего требованиям водоотвода. Самым скандальным местом считалась опасная дорожная петля, на которой регулярно происходили аварии. И вот, наконец, работы по реконструкции начались в 2025 году. Работы велись у нас по замене канализации. Это получается от улицы Кальвица до улицы Бабушкина. Полностью замена у нас была водоснабжение, именно канализация сетей. Это получается мы сделали футляры и также полностью оснастили данный участок новой канализацией сетями. Ныне двухполосная и без тротуаров дорога по завершению всех работ станет четырехполосной с тротуарами, велодорожкой и теплыми остановками. 3 слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной в 20 сантиметров позволят выдерживать движение больших грузов. Протяженность дороги 2 километра 200 метров. Будут заменены, получается, этим опоры освещения, и также ведется работы по замене грунта. Замена грунта у нас ведутся работы, получается, на участке начали от улицы Бабушкина до участка, получается, Ливаневского. Инженерский состав получается 4 человека, а также механизаторов порядка 10 человек, и также спецтехника у нас в порядке тоже где-то около 15 единиц. Сейчас ведутся работы по проложению водопропускной трубы и устройству основания дорожной одежды. В текущем году на участке от улицы Бабушкина до Ливаневского будет сделан весь комплекс работ. Это непосредственно дорожное покрытие, тротуары и освещение. По новостям слышал, что это долгожданная дорога. Все ждут окончания этой работы, чтобы дорога была хорошая. В основном мы работаем с тасканием песков, разравнивая булгари, чтобы не мешалось. И помогаем в основном для разбивки асфальта. Это очень ответственная работа. Я тут уже работаю около месяца. Будем работать, стараться для граждан. Дорожники предупреждают о том, что до 30 мая на участке Пикет 14+31 в районе остановки ГРЭС проводятся работы по устройству водопропускных труб, в связи с чем участок будет полностью перекрыт для движения. Со схемами объезда можно ознакомиться на сайте окружной администрации города. Марферина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. Около 5000 жителей Якутии зарегистрировались на всероссийский агродиктант. Вопросы его охватывают как традиционные темы, так и современные направления аграрной науки. Диктант проводится, напомню, 2-й год подряд. Направлен он на популяризацию знаний об агропромышленном комплексе, современных технологиях в сельском хозяйстве и вопросах продовольственной безопасности. Интерес жителей республики к проекту в этом году значительно вырос. Если в прошлом году участие приняли в акции менее 2000 человек, то сейчас число зарегистрировавшихся приблизилось к 5000. В республике организована масштабная подготовка к проведению диктанта. Открыто 184 площадки на базе школ, вузов, учреждений среднего профессионального образования. В Северо-Восточном федеральном университете обсудили вопросы трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на развитие инклюзивного образования, многие молодые специалисты по-прежнему сталкиваются с трудностями при поиске работы. О том, какие меры поддержки сегодня существуют, в сюжете далее. В СВФУ обучаются 198 студентов с особыми образовательными потребностями. Многие выпускники испытывают сложности при поиске работы. Среди них и Артур Петров, студент направления инфокоммуникационные сети и системы связи колледжа инфраструктурных технологий СВФУ.
Хочу узнать, в принципе, как можно войти в дальнейшем после выпуска в рабочую сферу. И узнать, как проходит после выпуска поиск работы. Я хочу и не сильно физическую работу, и при этом как-то входить в IT-сферу, при этом не погружаясь сильно в программирование. Круглый стол по вопросам трудоустройства выпускников СОВЗ проводится в университете с 2012 года. В этом году участники обсудили меры поддержки студентов, прохождение практики и возможности дальнейшего профессионального сопровождения. Нашим студентам с особыми образовательными потребностями, конечно, более трудно найти работу, но здесь они сами должны себя проявить, то есть они должны обладать хорошими компетенциями, потому что работодатель видит, что у него проблемы со здоровьем, а если у него слабые знания, естественно, его на работу никто брать не будет. По словам специалистов, одна из главных их задач – это помощь студентам в адаптации к требованиям современного рынка труда. Для этого в университете развивают систему карьерного сопровождения и взаимодействия с работодателями. У нас несколько каналов занятости есть, и в этом нам помогают наши партнеры. Это Центр занятости города, это ГКЗН, это молодежный кадровый центр. То есть мы работаем с партнерами, мы выходим на предприятия, организации, которые у нас задействованы в квотировании рабочих мест. С этого года начнем работу с Министерством предпринимательства, чтобы они могли заниматься предпринимательством, да, то есть о возможностях, значит, социального контракта, да, о возможностях открытия своего дела. Университет продолжает расширять сотрудничество с работодателями республики и заключать новые соглашения с предприятиями, чтобы у выпускников с особыми образовательными потребностями было больше возможностей для успешного трудоустройства. Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Якутск. Во всем мире сегодня отмечается День пропавших детей. Это дата скорби по детям, которых не удалось спасти, или тем, кого не нашли. В республике с начала года было подано 23 заявки на поиск. Для содействия объединению усилий в вопросах поиска пропавших в Нерюнгри работает мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Его основная деятельность – это поиск и реабилитация пострадавших. Отмечу, что благодаря профилактической работе, которая постоянно проводится участниками центра, количество обращений в Нерюнгринском районе заметно уменьшилось. Тем не менее, День пропавших детей – это лишний повод задуматься о безопасности и напоминание взрослым, что они несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Мы в этот день тоже готовили, обычно мы проводим каждый год масштабные такие хорошие мероприятия. В этом году тоже очень хорошо подготовились. Ребята старались, там и театральные коллективы, и студенты, и волонтеров. Очень много было людей задействовано, но, к сожалению, погодные условия не позволили выступить. Тут даже дело не в физическом, а сами реквизиты, и все не приспособлено для такой погоды. Поэтому мы просто собрались сегодня, что отдать дань памяти детям и зажечь свечи в форме незабудки. Также соберемся на том же месте, как и договаривались, это на Горняке. В 9 часов вечера мы собираемся и зажигаем без слов, без сценария. Просто побыть, просто вспомнить. Компания «Железные дороги Якутии» продолжает развивать политику подготовки профкадров со школьной скамьи. В этом году сертификат выпускника железнодорожного класса получили более 70 школьников Алдана. Тему изучил Руслан Павлов. В культурном центре железнодорожников яблоку негде упасть. Более 200 школьников, курсантов профессиональных железнодорожных классов собрались, чтобы оценить масштабы проделанной работы. А год был очень насыщенным. Кроме лекций и экскурсий, курсанты под чутким руководством наставников провели ряд спортивных и досуговых мероприятий. Само производство, сама суета, вот эта вот атмосфера, да, как люди работают, они смотрят, у меня даже, я так понимаю, с этого года вот 9 классы выпускаются, наверное, пару-тройку ребят все-таки поступать поедут в Бестях. Да, то есть было такое желание, характеристики спрашивали, чтобы заполнить, да. Желающих стать курсантом профкласса с каждым годом становится больше. На этот раз сертификат выпускника получили более 70 старшеклассников, получив путевку в жизнь и большой плюс к портфолио при поступлении. 132 школьника надели нагрудные знаки юных железнодорожников, а это значит, что они успешно прошли первый год профессионального погружения в транспортную сферу производства.
На начальном этапе у нас было всего 2 класса фирменных. Это гимназия и школа с углубленным изучением отдельных предметов. Сегодня мы охватили все школы города Алдана. Мы имеем 11 классов. Кроме того, у нас фирменный класс в Якутске, у нас фирменный класс в Качикацах, в Нижнем Бестяхе. Поэтому железная дорога идет семимильными шагами вперед на Магадан. Компания «Железные дороги Якутии» одна из первых в регионе поняла, что кадры нужно выращивать чуть ли не с детского сада. Инвестиция долгосрочная, но по итогу принесет хорошие дивиденды. Они изучают, пускай не в полном объеме, но кратко изучают железную дорогу, как на ней работать, какие условия. А самое главное, что это влечет детей к труду. И я думаю, что в этом и есть социальная задача нашего предприятия. Если хотя бы 1 из 10 придет работать именно к нам и уже как дипломированный специалист, я считаю, что это будет задача выполнена. Промежуточные результаты уже налицо. 2 года подряд алданские курсанты фирменных классов ЖДЯ берут призовые места на региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству. А победитель этого года в компетенции управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте Николай Балдин представит республику и компанию на финальном этапе чемпионата в Москве. Но я просто очень готовлюсь к Москве, и я должен 1-е место занять. Потому что я в Бестяхе выиграл, и мне это понравилось. Уже в сентябре начнется новый набор в профессиональные классы железных дорог Якутии. А кому с компанией по пути, покажет время. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии этим летом состоится настоящий праздник ума и таланта. С 24 июня по 14 июля пройдут 3-е международные интеллектуальные игры, где 200 очных участников и еще 400 школьников из разных стран и регионов России в онлайн-формате посоревнуются в знаниях по математике, физике, химии и информатике на Олимпиаде Туймада. Представят научные проекты на международной конференции и прокачают навыки в исследовательской деятельности. Напомню, на прошлых играх побеждали школьники из Румынии, Сингапура и Казахстана. Торжественное собрание общественности, посвященное Дню Осохая, прошло в Якутске. В нем приняли участие представители правительства, Якутское республиканское творческое общество Осохая и Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий. Участники обсудили проведение различных мероприятий к празднику, а также работникам, которые внесли особый вклад в развитие, были вручены ведомственные награды и благодарственные письма. День Осохая, напомню, отмечается в Якутии ежегодно 25 мая. Его учредили указом главы республики в сентябре 2023 года. Главная цель – сохранить и популяризировать традиционное исполнение якутского кругового танца. Финальным мероприятием Дня Осохая станет Добун Осохая здесь, в городе Якутске, на площади Жирникидзе, с участием всех желающих жителей нашей республики и гостей. Конечно же, примут активное участие деятели культуры. Ну а Осохая в нашей республике развивается достаточно системно. Помимо конкурсов республиканских проводятся и иные мероприятия, телевизионный проект «Кюногохая», научные исследования, издания, ну и другие мероприятия. В столице республики также отметили этот праздник и масштабным круговым танцем. Под открытым небом на площади Орджоникидзе развернулся настоящий праздник дружбы и национального единства. Принять участие в акции вышли сотни жителей и гостей столицы. Сам танец прошел под исполнение лучших запевал, победителей республиканских конкурсов и фестивалей. Выставку работ, исполненных в самой поэтичной технике, представил Национальный художественный музей республики. Экспозиция «Акварельные сны» – новый совместный проект с Союзом художников. Она представила свыше 60 произведений, открыв зрителям как новые имена, так и метров. Тему продолжит моя коллега Саргалана Неустроева. Выставка «Акварельные сны» объединила свыше 60 работ разных художников. В некоторые из них сложно поверить, ведь акварель – очень капризный материал. Одна ошибка – и все может быть испорчено. А здесь такой высокий уровень детализации. Не сказать, что очень много художников работают в этой технике прошлых годов прошлого столетия, но тем не менее мы показали работы Афанасия Николаевича Осипова, нашего мэтра, показали работы Валерьяна Васильева, и своеобразным, наверное, открытием для многих станет имя Макара Филиппова. Это своеобразный диалог поколений.
По задумке организаторов выставки, экспозиция должна погрузить зрителя в 3 эмоциональных этапа. Их окрестили присутствием, потоком и мифологией. И все они повествуют о разном, но объединяет их одно – момент. Момент цветения, момент триумфа, момент из жизни. Мария Николаевна, к примеру, отмечает, как тяжело и было запечатлеть этот момент ее нахождения в пустыне. Хотя, казалось бы, пейзаж статичен. Довольно сложно. Ты пока там стоишь, пишешь, начинаешь, ну, сколько я, наверное, часа 3, что ли, писала. И прямо вот освещение же меняется, солнце двигается. И тут вот состояние все время менялось и менялось. Мария Гуляева – один из мэтров. На выставке вы сможете увидеть 7 ее работ, что и в принципе не свойственно, ведь она работает с керамикой. Но живопись Марии Николаевны – ее отдушина, признается художница. Я всегда любила ходить на природу, в виде отдыха писала этюды на природе. Вот так вот, ну, работ довольно много. Символично, что картины художницы выставлены вместе с работами ее покойного супруга, еще одного мастодонта акварельной живописи Георгия Решетникова. Писала чита, кстати, в окрестностях Якутска, так что, возможно, и вы узнаете эти пейзажи. Экспозиция будет открыта до 20 июня, а разместилась она в выставочном зале Национального художественного музея Республики. Светлана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.